поблагодарить Георгия Дмитриевича в первую очередь за честь, которую он предоставил мне быть модератором этого великолепного события сегодняшнего, презентации его книги. Herkese selamlar, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Bienvenue. Добро пожаловать еще раз. Сегодняшнее событие имеет огромную важность, я считаю, для семьи Георгия Дмитриевича, для его друзей, тех, кто его знает, но и для всего нашего общества, я имею в виду всего молдавского общества, потому что представлена книга человека, государственника, человека, который в течение всей своей жизни внес ощутимый, заметный вклад в развитие страны, которая называется Республика Молдова. И книга была задумана несколько лет назад. Избранные статьи и выступления, охватывающие 89-2015 год. Общеизвестно, что в конце прошлого столетия, в начале нынешнего столетия произошли глубинные, коренные изменения в мире, повлиявшие на судьбы целых государств и народов, изменившие даже карту его. Известная китайская мудрость гласит: незавидна участь тех людей, которым суждено жить вот в это переломное время. Ну, хорошо или плохо, к сожалению или нет, но такая доля выпала и нам. Известно также, что мы потеряли Советский Союз, нашу общую бывшую родину. В эти годы было сформировано молдавское суверенное государство, была создана Гагаузская автономия. Свое мнение по этим вопросам, свое видение этих проблем я попытался изложить в этих статьях и выступлениях, и в этой книге выношу на суд читателя. Спасибо. Позвольте мне прежде всего поздравить автора книги Георгия Дмитриевича с хорошей книгой, с выпуском хорошей книги. Я быстро прочитал в течение 2 дней, и вы знаете, как будто помолодел я еще на 20 лет. Судьба так сложилась, что этого человека давным-давно я его знаю, и негласно поддерживали друг друга, и я расскажу об этом. Я сегодня не могу избегать вот эти все моменты. Но прежде всего книга получилась хорошей. Дефицитная книга для современности нашей. Она хорошая, потому что в ней отражены реальные факты, прежде всего. Они основываются на глубокий анализ, как экономический, так и социальный, культурный. И оно не могло быть иначе, потому что автор этой книги прошел очень тернистый путь. И мое глубокое убеждение, что это не просто книга, это документ эпохи, поскольку автор был в самой гуще этих событий. И для себя я сделал несколько выводов из этой книги. Первый вывод. В 90-е людям, которые оказались вот в горниле этих процессов распада, не удалось оценить всю опасность самого страшного для любого государства движения этого радикального, пещерного, тупого национализма. Это первое. Второе. Там, где власти потворствуют этому, как это делал Горбачев и другие деятели того же пошиба, о чем в книге честно пишется, откровенно, Яковлев и так далее. Государство обречено на распад, но это не самое страшное. Государство обречено на конфликты, которые имеют затяжной
и разрушительный характер. Но мое убеждение, которое совпало с убеждением автора в процессе личной беседы, о том, что эпоха распада заканчивается. Но она еще по инерции тащит вот эти все зубы дракона, эти корни зла, которые в 90-е проросли конфликтами на всем постсоветском пространстве. Но эпоха распада заканчивается. Наступает время созидания, наступает время переосмысления, потому что и само человечество, и все мы видим в геополитике, до какой черты дошли, так сказать, ведущие державы. Еще чуть-чуть, еще один шаг, и все, дальше непоправимо. Наша страна тоже стоит перед очень суровым вызовом. И сегодня, когда вообще государственность Молдовы вот теми, о ком я говорил, вот теми силами такого тупого, так сказать, пещерного толка просто ставится под сомнение, я думаю, мы должны опереться на мудрость и опыт таких людей, как автор книги. И на тех людей, которые здесь в зале присутствуют, олицетворяет собой здоровое начало в государственности нашей страны. Слово «государственник» и «государственник» сегодня должны быть в повестке дня. И уроки 90-х должны быть нами переосмыслены, выучены, а вся вот эта нечисть должна остаться в прошлом. Автору большое спасибо за книгу. Конечно, феномен Георгия Дмитриевича, эта книга, это результат его огромной работы, его ума, его видения. И, безусловно, то, что было сказано товарищами, многие вещи Георгий Дмитриевич предвидел еще 20-30 лет назад. В наших с ним встречах и наверняка с вами, встречаясь, вы можете, проанализировав это, увидеть, что Георгий Дмитриевич, анализируя, видя, многое предвидел то, что происходит в наши дни, и видел выход из этой ситуации. Вот. Это, безусловно, книга очень своевременна. Товарищи говорили о том, что очень мало таких книг. Вот. Это, безусловно, книги не только для нас, а и для наших детей, для поколений, для страны. Я скажу, Георгий Дмитриевич – это и советский, и европейский политик, потому что его взгляды, они были учтены и в советское время, и в современное время. Вот. Ну и главное, что это национальный политик, настоящий патриот своей страны. Я помню, как инаугурация в Канаде, кто-то из украинской стороны сказал: они хотели, а вы сделали. Вот, поэтому что вклад Георгия Дмитриевича, он еще будет, конечно, оценен потомками. Вот, и когда я иной раз говорю Георгию Дмитриевичу, что его дело в надежных руках, то сегодняшняя наша встреча яркое подтверждение этого. В 2009 году, приняв решение пригласить Георгия Дмитриевича в свою программу «Гиджия Каши», только тогда я для себя открыла Георгия Табунщика. Относиться можно к людям по-разному, как к политикам. Но программа, в которую я пригласила тогда вас, Георгий Дмитриевич, вы знаете, это была программа, которая была направлена на то, чтобы представить, раскрыть больше внутренний мир человека и представить этого человека нашим зрителям. Так вот, после той передачи я по-другому смотрела на вас, и с тех пор, как мне кажется, у нас какая-то такая очень дружеские отношения, мы периодически созваниваемся, общаемся, и мне очень приятно, что вы в таком солидном, зрелом возрасте все-таки решили, что надо писать о том, о чем вы думаете. Это очень важно. И вот все интервью, которые я за небольшую журналистскую деятельность сделала, я все-таки получала удовольствие от того, что я общаюсь с философом, я общаюсь с человеком, у которого очень богатый жизненный опыт. Я думаю, что ваших мыслей очень не хватает сегодня в Гагаузии, и очень рада тому, что здесь присутствует Ирина Федоровна Влах. Ваша идея одна, когда вы только стали башканом, мне очень понравилась. Вы хотели создать совет, в котором участвовали бы все бывшие башканы. И если вы не отказались от этой идеи, я думаю, что это очень здорово. И Георгий Дмитриевич Табунщик мог бы сегодня очень помочь Гагаузии своими советами, потому что управлять нелегко, надо знать. А вот кто знает, мне кажется, те, которые пробовали, и у них это получалось. Георгий Дмитриевич, я вас отношу к этому числу руководителей и политиков. Вы стояли не только у истоков современной Гагаузии, я знаю, что вы человек, который душой связан с этим регионом.
во многом живете сегодня проблемами, которые есть в нашей автономии. В Гагаузии после вас, после ваших начинаний было сделано очень много добрых дел. Сегодня Гагаузия уже другая, и во многом, говорю, благодаря вам, благодаря тем идеям, которые вы продвигали. Я на самом деле очень рада присутствовать на сегодняшнем мероприятии, потому что Георг Мич для меня очень уважаемый, очень авторитетный человек, который был первым башканом Гагаузии, человек, который заложил очень серьезную основу развития государственных институтов гагаузской автономии и основу развития самой нашей Гагаузии. В период его правления действительно Гагаузия стала на ноги, очень много процессов экономических и социальных было запущено, и именно то время, когда он управлял автономией, оно абсолютно четко определяет, каким образом и дальше должна гагаузская автономия развиваться. Георг Мич для меня лично – это человек-легенда. Благодаря ему я начала свою политическую карьеру вместе с ним. Я очень многого у него взяла для себя в управлении нашей автономией. А я думаю, что чем больше будет таких людей в нашей гагаузской автономии, выходцев из нашей гагаузской автономии, тем сильнее и крепче будет наша автономия. Почему? Потому что мысли, идеи этих людей и именно Георгия Дмитриевича, который мы сегодня будем с вами читать, знакомиться с ними, они на самом деле актуальны, даже по прошествии очень многих лет. И я думаю, что Георгий Мич на этом не должен останавливаться. Я думаю, что он должен еще больше работать над тем, чтобы максимально проинформировать общественность и гагаузскую, и молдавскую о том, каковы основы государственности нашей Гагаузии, каковы основы государственности Республики Молдова. Я полагаю, что сегодняшнее мероприятие оно значимое не только для гагаузов, для выходцев с Гагаузии, но и в целом для страны, поскольку сегодня представлена суду читателей книга человека, который сыграл огромную роль в становлении как Гагаузии автономного образования, так и Республики Молдова в целом. Благодаря именно Георгию Дмитриевичу Табунщику и той плеяде политиков, которые оказались в тот период у власти, удалось избежать дальнейшей конфронтации в стране, удалось разрешить те противоречивые проблемы, которые, казалось бы, вообще не имеют своего разрешения. И содержание книги, я думаю, оно будет очень интересно сегодняшнему поколению и политиков, и будущему поколению политиков, поскольку она отвечает на многие вопросы. И я уже говорил в своем выступлении не только что делать, но и как сделать с тем, чтобы Гагаузия в единстве со страной вместе могла реализовать те задачи, которые стоят перед ними, и разрешить те вызовы, которые вот сегодня имеются перед нашим обществом. Пожалуйста.